Сегодня День инженерных войск России. Саперы, конструкторы, подрывники, штурмовики отмечают профессиональный праздник. Свою работу они называют ювелирной. Без них не пройдет ни одно сухопутное подразделение. Они всегда во главе колонны. По случаю праздника башкирские военные показали нашей съемочной группе, на что они способны. Подробнее в материале Айгуль Хатыповой. Сквозь взрывы и дымовую завесу солдаты прорываются к зданию, захваченному условными террористами. Прикрываясь специальным щитом, закидывают сначала дымовую гранату, а затем боевую. Цена каждого неверного шага – жизнь. Не только своя, но и всего подразделения. Это не учение, а ежедневные занятия в инженерной бригаде, которая базируется в поселке Алкино. Ну а там, где риск для жизни экипажа слишком велик и нужно разминировать большую территорию, военные инженеры применяют грубую силу. Специальный снаряд выбрасывается в поле, а затем оператор детонирует его через пульт управления, подрывая спрятанные мины в радиусе десятков метров и обеспечивает тем самым безопасный коридор шириной 6 метров и длиной почти 100. Установка разминирования УР-77 благодаря своей мощи и эффектному взрыву в войсках больше известна как «Змей Горыныч». Принята на вооружение в 1977 году и до сих пор превосходит многие западные аналоги. По сути, инженерные войска – авангард армии. Они отвечают за подготовку территории для других видов войск. Не только разминирование входит в перечень их задач. В мирное время они всегда приходят на помощь в случае чрезвычайных происшествий природного или техногенного характера. Разбирают завалы, расчищают дороги, преодолевают огонь и воду, ищут под завалами людей. В этом помогают служебные собаки, но и для них нужны тренировки. На этой локации отрабатывали поиск взрывного устройства. После обнаружения в ход идет робот-сапер МРК-17. Его еще называют «Кобра». Он может безопасно перемещать взрывчатку. Оператор находится на расстоянии в передвижной диспетчерской. Но несмотря на это, он всегда должен быть наготове. В случае отказа робота, так как это все-таки железо, оператор также является и сапером. Он также пойдет туда в случае необходимости. На инженерах специальные костюмы, которые защищают от осколков и пуль. Но чтобы чувствовать себя в большей безопасности, необходимо безупречно отточить навыки. А это постоянные тренировки. Даже свой профессиональный праздник военные проводят на учениях, тестируют новые образцы вооружения. Этот комплекс развертывания способен уложить до 100 метров дороги шириной около 5. Полотно укладывается на сложные участки, обеспечивая тем самым проезд машин до 60 тонн. Все работы по сборке и сборке дорожного полотна занимают не более 5 минут. Новая техника предназначена для оперативного развертывания временных дорог на труднопроходимых и заболоченных участках местности, а также при оборудовании подходов к мостам и переправам. А это боевая машина МР-2М на базе танка Т-90. Благодаря своей броне она едет в самое пекло. Техника способна расчистить лесные завалы, при этом игнорируя любые препятствия, в том числе и пожары. То есть у нас большой комплекс мероприятий, поэтому и говорится, без нас никто. Профессиональный праздник «Защитники Родины» на боевом посту. Если не в горячих точках, то на учениях. Специалисты инженерно-технического подразделения, настоящие имена которых даже нельзя называть, работают в любых условиях. В снег, ветер или под палящим солнцем. Сколько саперов сегодня работает в Башкортостане, информация закрытая. Но точно можно сказать, что для всех этих людей защита Родины больше, чем профессия. Айгуль Хатыпова, Тимур Каюмов, Буат Закирьянов и Сергей Шелепин. Новости. Чешминский район.